так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последние западают. Сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ветра. Ай, бару-балам, бай, бару-балам, агидернана хамаша, тандара-та эдере уде, хандуга сатара-та. Все вместе споем эту прекрасную песню. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ветра. Спасибо большое. Ну что ж, а мы сейчас приглашаем на сцену ведущих наших прекрасных. Давайте еще красиво так постоим на сцене. Еще нас поснимайте, пожалуйста, потому что это прекрасный номер. Согласитесь? Добрый день, уважаемые друзья, дорогие гости праздника. На сцене вы видите участников хоровода дружбы и лауреата международных телевизионных проектов. Топ-3 голосов тюркского мира Альфия Нигматуллина. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас в этом уютном зале. На этой радостной ноте мы начинаем наш фестиваль, посвященный Году семьи. Уважаемые друзья, приветствуем участников сегодняшнего праздника, посвященного Году семьи, представителей разных народов. Они сегодня представят вам свои замечательные номера. И через свои лучшие песни и танцы богатый национальный колорит нашей необъятной Родины. Мы приглашаем на сцену Вячеслава Бусахина с песней «Мы». Поприветствуем нашего молодого участника.
Ярослав Мусыгин, песня из репертуара шамана «Мы». Мы живем в многонациональной стране, и мы все знаем, насколько она богата различными народами, и этим все мы гордимся. Мы — это единая Россия. В нашей стране 190 разных народов. Мы живем в большом многообразии культур народов. Это нас всех объединяет. Дорогие друзья, я хотел бы пригласить на сцену уважаемых гостей нашего праздника, соорганизаторов фестиваля. Итак, Хуршида Доброновна Хамрамкулова, председатель комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальности при правительстве Москвы, председатель Совета РО «Таджикский культурный центр». поприветствуем Хуршиду Добронову. Также я хотел бы пригласить на сцену Иринжан Авшинову Калугазын, представитель Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации, помощник депутата Госдумы 8-го созыва Мусатова Ивана Михайловича по вопросам национальной политики и молодежной политики. Член Союза писателей России, почетный деятель Российской Федерации, генеральный директор Центра национального сотрудничества «Сокровище этники», спонсор и соорганизатор фестиваля. А также мы приглашаем Фатиму Качуевну Гамадову, этнограф, искусствовед, заслуженный работник культуры Дагестана, заместитель редактора журнала «Союз национальностей» по культуре. Поприветствуем. Хуршида Доброновна, вы можете уже, в принципе, слово предоставляется. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, я была участницей первого фестиваля и должна сказать, что всего лишь за какой-то год этот фестиваль стал просто таким мощным, как вы сейчас увидели, таким мощным, таким многонациональным, что просто диву даешься. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас совершенно уникальная страна. И знаете что? Белая юрта – это символ семьи, году семьи посвящен этот праздник. Это символ семьи, символ дружелюбия, символ единства, согласия. И мне бы хотелось поздравить вас всех и с годом семьи, и с этим праздником, таким многонациональным, таким красочным, таким красивым, объединяющим. И в этом смысле я хотела бы буквально две строки из великого Хафиза прочитать, персидского классика. Дарахты дости биншон кикоми дил бабур орад, нихоли душмани баркан киранджи бешмор орад. Древо дружбы посади, желание сердца плод его, и выкорчи ростки вражды, беда без края плод его. Мне хочется пожелать, чтобы мы с вами вот на таких праздниках, на таких мероприятиях сажали не просто дерева, а целые леса дружбы, чтобы нас нельзя было победить, и чтобы никаких ростков ненависти, вражды не было в нашей стране. Дай Бог нам дружбы, силы, согласия, единства. Поздравляю вас. Здравствуйте. Очень рада наконец-то видеть Хуршиду Доброновну лично, знаю, наблюдаем в Москве все мероприятия, которые создает эта удивительная, мудрая женщина, стоящая у истоков самых первых диалогов культур, Навруз и так далее. Вот. Это большая традиция, большая миротворческая деятельность сейчас как никогда необходима для того, чтобы наша страна укрепила свои позиции, чтобы мы вспомнили, что мы самое, что ни на есть богатство нашей страны, нашей национальности, дружба между нашими регионами, республиками. И, конечно же, сохранение наших традиций, культур, языков. Ну и хотелось бы, конечно, сегодня сделать объявление, что 7 декабря в Доме народов у нас состоится круглый стол на тему межнациональных отношений, укрепления, куда тоже приглашены наши удивительные женщины, которые стоят во главе тюркского и русского мира, да, у нас. Вот. И, конечно же, будет небольшой концерт. Все это организовал наш при Государственной Думе, существует комитет по культуре. И те желающие, коллективы, которые здесь присутствуют, к сожалению, они все сейчас там за кулисами не слышат, а они могут обратиться непосредственно
в Гульсине и тоже принять участие в нашем мероприятии. Ну и я хотела бы всех еще раз поблагодарить за участие в этом удивительном празднике. Если можно еще буквально 2 слова скажу. Спасибо большое, Елена Владимировна. Я хочу вот так вот вторгнуться. Значит, я хочу от имени Совета по делам национальности и комиссии по этнокультурному развитию этого Совета по делам национальности при правительстве Москвы поздравить всех организаторов этого праздника, и особенно инициатора и автора этого проекта Гульсину Батыршину. Потому что без ее усилий, без ее неимоверных трудов не было бы такого великолепного праздника. И пусть этот праздник живет очень долго. Давайте ей поаплодируем. Дорогие друзья, мы сегодня стали свидетелями такого колорита, такой калейдоскоп цветов, народностей, национальностей. Дорогие друзья, есть у нас повод, чем гордиться. Я вас от всей души поздравляю с таким разнообразием, с такой красотой, с такой духовностью. Культура, и только культура может явиться поводом для споров, поводом для обсуждений и так далее, и так далее. Но ничего другого. Мы должны, наверное, соревноваться, у кого она красивее, у кого она богаче, у кого она духовнее. Вот этим мы должны гордиться, и это должно явиться у нас междоусобицей. Давайте за культуру, давайте за объединение, давайте за сегодняшнюю красоту. Было бы что поднять, я бы подняла. Спасибо большое за такие теплые Спасибо слова. вам огромное. Процветание каждому народу. Мира, добра и языков, традиций. Чем больше, тем лучше. Всех благ вам. Дорогие друзья, я хотел бы также пригласить на сцену одного из организаторов и участников нашего сегодняшнего замечательного фестиваля Андрея Бабина, поэта, ветерана боевых действий, председателя клуба люберецких городских поэтов и писателей «Старый кот». Поприветствуем! Благодарю. Дорогие мои родные, мои люди, у нас будет вторая еще эстрадная часть, которую я буду иметь честь вести для вас, для всех. Приедут очень крутые и мои близкие родные люди, и наши приглашенные гости, которых пригласила Гульсиночка наша. Все будет тоже великолепно. Я горд, потому что вы мои родные люди. Вы не просто соль земли, вы как раз и есть мои родные, моя семья, и семья наша самая великая во всем мире. Огромное вам спасибо. Я горжусь всеми. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Давайте Спасибо. поаплодируем нашим организаторам и участникам нашего замечательного фестиваля. Уважаемые друзья, мы начинаем первую часть нашего концерта. И перед вами сейчас выступит музыкальный коллектив с песней «Матушка Земля». Исполняет фронтовая певица, участница концертных программ Вооруженных сил Российской Федерации в Генеральном штабе в горячих точках ДНР, ЛНР Дарья Маслова и ее детская вокальная группа «Музыкальный ларец». Встречайте! Полевых цветов веночек в утренней росе цветов. Соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, ты моя березника, для меня святая радость, для других заносник.
погадать. Ключевой воды студеный соток свежей воды. В чистом поле темной ночью в небе звездном утону. Матушка земля, левая березка, для меня святая русь, для других заносчика. Матушка земля, левая березка, для меня святая русь, для других заносчика. Матушка земля, для меня святая Русь. Матушка земля, белая березка, для меня святая Русь, для других заносчиков. Матушка земля, белая березка, для меня святая Русь, для других заносчиков. Матушка земля, белая березка, для меня святая Русь, для других заносчиков. Матушка земля, матушка земля, для других заносчиков. Дорогие друзья, встреча гостей, музыкальная хореографическая композиция, башкирский фольклорный коллектив «Актирме», руководитель Гусина Батыршина.
Masturbace pe ei, că dracu ne lasă lumea. 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 Спасибо большое. Башкирский фольклорный ансамбль «Актирмен». А сейчас перед вами выступит фольклорный коллектив Тяжтиня Мордовского национально-культурной автономии Московской области, художественный руководитель Анна Сургаева с народной песней «Дикури». Встречайте. Раз. Раз. Ай,
Ой,
Браво! Дорогие друзья, а я хотел бы предложить вашему вниманию песню Кряшин «Безнен Илен», что в переводе означает «Наша страна». Исполняет экс-солистка государственного фольклорного ансамбля Кряшин Берменчек, Республика Татарстан, Венера Магасумова. Встречайте, город Казань. Dostlarım gün gelgen beznengi sana duvaş sayrar jir şeşke varasın min debit şul jirnin bala bala süyükle bağlasın sağladım dağların ay jilen şavlavın itelinin beznenin sana duvaş sayrar jir beznenin gül şeşke varasın min debit şul jirnin bala bala süyükle bağlasın. Браво, спасибо большое, спасибо. А сейчас перед вами выступит ансамбль бурятской народной песни «Аялга», руководитель Арена Намдылова. Хан Хнадак Хухы. Песня о том, как юная девушка ждет своего сужена и гадает, откуда же он вернется, зайдет в дом. Пожалуйста, да. Thank you.
Древнюю якутскую песню исполняет Варвара Абаюкова. Город Санкт-Петербург. Встречайте, дорогие друзья! Санкт-Петербург. Челгирей Тарагаева, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных. Импровизация на традиционном музыкальном инструменте народа саха хомус. Встречайте.
Браво! А сейчас перед вами выступит народный фольклорный танцевальный ансамбль «Дугульге», руководители Иван и Матрена Лазаревы, Республика Саха-Якутия. Танец «Якутские узоры». Встречайте!
Браво,